С начала лета курильщикам нашей страны будет несладко. С 1 июня ужесточили антитабачный закон. Курить теперь нельзя в гостиницах, общежитиях, на рынках и в торговых помещениях. Кроме того, фильмы, где содержатся сцены курения, будут сопровождаться социальной рекламой. Особого внимания заслуживают санкции на курение в барах, ресторанах и кафе. Любителям выпить чашечку кофе и сигареты придется подыскивать себе новое увлечение. Рестораторы, в свою очередь, уже отмечают небольшой отток посетителей. Гости реагируют, понимают, в общем-то, и иногда уходят, к сожалению. Вы же понимаете, что, в принципе, когда людям не нравится, допустим, какой-то салат, да, и мы можем предложить им другой салат, там, похожий вкус и так далее. Но когда у человека вот есть вредная привычка, то нам ее заменить, ну, грубо говоря, очень тяжело. И альтернативу одной вредной привычке, ну, разве что предложить другую вредную, но это как бы уже не к нам. Если человек вдруг закурит, ну что, мы, конечно, попросим его выйти, но если человек все-таки не выйдет, ну, я думаю, что, к сожалению, здесь наши полномочия уже заканчиваются. Огорчаться придется и любителям кальяна. На него тоже установлен запрет. Однако, по опыту московских предпринимателей, обходные пути закона уже найдены. О запрете курить гостей ресторанов и кафе должны предупреждать специальные знаки. По закону разрешается курение на летних верандах, а вот в холодное время года посетителям придется курить на улице. Нарушителям грозят штрафы от 500 до 1500 рублей. Организациям же придется заплатить до 80 тысяч рублей. Однако до сих пор нет понимания того, как контролировать недобросовестных бизнесменов. При плановых проверках, то есть при проверке, которые утверждены на целый год, при выходе специалистов будут, естественно, уже эти все вопросы просматриваться. Плановые проверки осуществляются один раз в 3 года. При том, что все индивидуальные предприниматели или юрлица, они заранее бывают уведомлены за 3 дня, что будет такая-то плановая проверка с такого-то числа. Вследствие чего, как правило, ну, наверняка, даже если какое-то предприятие будет торговать, то они подготовятся, я думаю, что соответственным образом. Ограничения коснулись торговли табачными изделиями. Магазинам придется демонтировать все витрины с сигаретами. Выбрать их теперь можно будет только по каталогу. А вот в ларьках и киосках продажа табака запрещена полностью. Однако, как показывает практика, не все еще следуют букве закона. Здравствуйте. Вы не подскажете, у вас есть Винстон синие? Что? Винстон сигареты синие. Можно, пожалуйста? Спасибо. Жители Владикавказа в целом позитивно отнеслись к введению закона. Сейчас ужесточили закон о курении. Как вы к этому относитесь? Положительно. Для сохранения нации это, думаю, необходимые меры. Да. Положительно. Это нужно было Петра Первого спрашивать, когда он нас заразил. А сейчас я вот не могу бросить курить. И как дурак курю. Правильно, что ужесточили. Очень положительно. Чтоб бросать надо всем курить. А вы сами курите? Нет. И никому не советую этого. Честно сказать, плохо. Почему? Почему? Что там такого? Курит, не курит, ничего. Я как курил, так и буду курить. И как вы к этому относитесь? Очень плохо. Почему? Потому что я курю. Минздрав России отмечает, что только первая часть антитабачного закона поспособствовала снижению потребления табака в стране на 17%. По оценкам ведомства, нововведение позволит спасать порядка 200 тысяч жизней ежегодно. Ангела Кубалова, Тимур Мазаев, Асамат Шипшев, Осетия ТВ.